На фронтах гражданской войны о нем и его бригаде слагали легенды. Он дважды был в лагерях белых, столько же раз в лагере красных. Однако, несмотря на ярлык золотопогонника и бывшего колчаковца, сделал головокружительную карьеру, став сначала руководителем советского Башкортостана, а затем одним из высших чинов Красной Армии. Как удалось мятежному комбригу Мусе Муртазину выстоять в горниле гражданской войны и почему не удалось пережить роковой 1937 год. Сравнение Мусы Муртазина с героем романа Шолохова «Тихий Дон», казаком Григорием Мелеховым, давно стало литературным штампом, и не мудрено. Вымышленный Григорий и реальный Муса своими метаниями из лагеря в лагерь наделали много шума. Один в литературе, другой в исторических событиях 1919-20 годов. Образ Григория Мелехова в романе Михаила Шолохова «Тихий Дон» имел десятки тысяч прототипов. В хаосе гражданской войны люди часто утрачивали ценностные ориентиры и систему координат, ибо жестокость одной из противоборствующих сторон спорила с беспощадностью другой. А потому порой невозможно было понять, на чьей же стороне правда. Правда башкирского народа была между этими правдами. Она была и не за красных, поскольку там был принят декрет о земле, который лишал башкир права на землю. И она была не на стороне белых. Почему? Потому что Колчак был против создания национальных автономий. Колчак выступал за единую неделимую Россию. И вот в этой очень сложной ситуации башкиры находились в состоянии, скажем так, подвешенном. Муса Муртазин родился в ауле Кучук, Кубаляк-Телевской волости, Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии. Теперь это одноименная деревня Учелинского района Республики Башкортостан. Своим названием она обязана Есаулу Кучук-Муртазину, вероятному предку Мусы Муртазина. Он был участником другой гражданской войны, полыхавшей в XVIII веке. Из рапорта конторы Катав-Ивановского завода, 16 июня 1774 года. Башкирцы под командою злодейской Пугачевой толпы полковника башкирца Телевской волости Амина Ибраева до двух есаулов Кучука-Муртазина, Есака Абдул-Гасымова, всего сот до 6 человек, и здешний Катав-Ивановский завод атаковали. Потомок мятежного Есаула Муса Муртазин и сам имел мятежный и независимый характер. Вспоминая свое детство, он писал, что отец научил его и брата быть суровыми, гордыми и честными. Если отец воспитывал характер своих сыновей, то бабушка наполняла их духовный мир преданиями старины. Муса Муртазин писал в своей автобиографии: «Из женщин моей воспитательницей была бабушка, жена заслуженного перед башкирским народом атамана восстания против давившего Башкирию царизма. С большим подъемом бабушка рассказывала нам о его подвигах. Ночами слушали мы ее занимательные рассказы и загорелись желанием встать на его место, следовать его примеру, продолжать его дело». В 1912 году его призывают в армию. Он попадает на Дальний Восток, служит на Русском острове, а в 1914 году, когда начинается Первая мировая война, его отправляют в действующую армию. Пробыв на войне до начала 1917 года, я участвовал в боях против немцев, австрийцев и румын. Когда в армию долетели первые слухи о революции в России, я сразу же примкнул к первым солдатским революционным организациям. Вернувшись на родину, я звал свой народ к борьбе за независимую Башкирскую республику. Башкирское правительство энергично принимается за организацию собственного войска. В это время на первых ролях были Амир Карамышев, Ахмадулла Биишев, Галимьян Таганов. Артиллерийский ефрейтор Муртазин пока находится в тени своих коллег, бывших офицеров царской армии. В июне 1918 года на базе Тамьян-Катайского партизанского отряда создается первый башкирский кавалерийский полк. В то время, когда пехотные башкирские части сражаются на Екатеринбургском фронте, полк ведет тяжелые бои с отрядами Василия Блюхера и Николая Каширина.
Василий Константинович Блюхер в 1918 году объединил разрозненные отряды рабочих уральских заводов в 10-тысячное войсковое соединение, во главе которого совершил рейд по Южному Уралу. В 1935 году получил звание маршала. Николай Дмитриевич Каширин в 1918 году командир Красного партизанского отряда. В 1920 году командир 3-го кавалерийского корпуса на Южном фронте. Он шел по линии наименьшего сопротивления, прекрасно понимая, что надо проходить по долинам, где небольшой отряд противника, а он прекрасно знал, кто ему противостоит, не сможет его остановить. Это было ясно. И Блюхер использовал эту ситуацию достаточно удачно. Действительно, рейд Блюхера был очень, одним из таких выдающихся событий гражданской войны. Башкирские части Верхнеуральского фронта действовали вместе с казаками атамана Анненкова. Борис Владимирович Анненков в марте 1918 года был избран атаманом Сибирского казачьего войска. В 1924 году был захвачен в плен китайскими властями, выдан ЧК и казнен в 1927 году. Муса Муртазин с самого начала гражданской войны попадает в водоворот событий, главными участниками которых были такие легендарные личности, как его непосредственный командир Амир Карамышев, легенда башкирского войска, атаман Анненков, кумир казаков, наконец Блюхер, ставший одним из 5 красных маршалов страны Советов. Планка была высокой, и было с кого брать пример, поэтому Муртазин вскоре сам превратился в полководца. Отряды Анненкова и Карамышева захватывают Верхнеуральск, затем выбивают Блюхера из Белорецка. Тому ничего не остается, как отступить со своей 10-тысячной армией к Стерлитамаку, чтобы затем совершить бросок в сторону Уфы. Башкирские части неотступно преследовали его. Начальник Верхнеуральского отряда, полковник Анненков, командиру 1-го башкирского конного полка А. Карамышеву. Командир 1-го эскадрона вверенного вам полка со своим лихим эскадроном состоял в моем отряде около 2 недель. И в этот короткий период Харунжий Муртазин, выдающийся мужеством, сметливостью и распорядительностью, оказал громадную услугу отряду. Армия Блюхера подступала к Уфе. Отряд атамана Анненкова ввиду численного превосходства противника начал отступление. Блюхер и братья Каширины организовали так называемый внутренний фронт. То есть организовали фронт внутри, так сказать, фактически тыловых позиций Белой армии. Это, конечно, осложняло очень сильно задачу белому генералитету, потому что основные силы были брошены против регулярной Красной армии. И, конечно же, здесь резервов для того, чтобы истребить красногвардейские дружины, практически не было. Были привлечены имеющиеся резервы и, конечно, были привлечены башкиры. Полк имени Стеньки Разина, шедший в авангарде красных, 26 августа начал форсирование реки Сим в районе села Иглино. В этот момент его атаковал Муртазин. Красные понесли серьезные потери и были отброшены назад. Харунжий Муртазин с эскадроном прикрывал отход пехоты и блестяще выполнил эту задачу. С сожалением, расставаясь с Харунжием Муртазиным, считаю своим долгом просить вас о производстве Харунжева Муртазина в следующий чин. Полковник Анненков. Командир 1-го башкирского кавалерийского полка Амир Карамышев, к несчастью, вскоре умер. Неформальным лидером полка стал командир эскадрона прапорщик Муртазин. Осенью 1918 года во главе Белого движения становится адмирал Колчак, немедленно объявивший все областные правительства, в том числе и башкирское, распущенными. Башкиры отказываются выполнить приказ Верховного правителя России. В ответ башкирское войско лишается снабжения. Это была стратегическая ошибка Колчака. Унификаторская политика Колчака отталкивает от белого дела значительную часть казачества и национальные регионы, а ведь именно там проходила передовая линия гражданской войны. В декабре 1918 года 1-я, 4-я и 5-я армии красных начали наступление в Башкирии. На участке фронта Стерлитамак-Оренбург красные имели более 12 тысяч солдат против 5 тысяч башкир. Из воспоминаний Гайка Бжешкянца.
Для парирования этого удара части башкирского корпуса были переброшены в район Мелеуза, Зергана и Стерлитамака. Здесь белые башкирские полки дрались против веренных мне дивизий с большим упорством до начала февраля. Гайк Дмитриевич Бжешкенц, командующий Первой армией Восточного фронта, в 1922 году военный комиссар Армении, в 1933-1935 годах профессор военно-воздушной академии. В ответ на запросы Валидова о помощи продовольствием и боеприпасами приходили лишь угрожающие предупреждения о недопустимости вмешательства в военные дела гражданских лиц. По его мнению, башкирские войска, цитирую, «оставлены в невозможных условиях, и как будто это делается нарочно, чтобы поиздеваться над башкирским правительством». Гайк Бжешкенц продолжает. В боях против нас особенной дерзостью и налетами отличался первый башкирский кавалерийский полк под командованием Муртазина. Несмотря на яростное сопротивление башкирского корпуса, 31 декабря 18 года 20-й Пензенской дивизией был взят Стерлитамак. Но самая главная задача, а главная задача была окружить армию Дутова, выполнена не было, потому что красные увязли в боях с башкирами и тем самым потеряли время и, так сказать, инерционную силу. Позиция колчаковского командования в ходе зимнего наступления красных окончательно убедила Валидова начать переговоры с советами о переходе башкирского войска на их сторону при условии признания Башкирской республики. Такое обещание было дано, и 18 февраля башкирский корпус перешел на сторону красных. По свидетельству очевидцев, Колчак, узнав о переходе башкир на сторону красных, начал рвать свои волосы в отчаянии. Его национальная политика стала либеральнее, но было уже поздно. Однако и на противоположной стороне, несмотря на гарантии Ленина, башкирские солдаты были разоружены как военнопленные. Обращались с ними соответственно. И вот эта тенденция партизанщины, уничтожение контрреволюционеров, уничтожение всех противников революции, опять-таки вот эта демагогия, надо убить сегодня всех контрреволюционеров, завтра будет коммунизм, она играла роль на низовом уровне. То есть командиры этих дивизий, полков, они считали, что все башкиры это контрреволюционеры, их надо просто уничтожать. Муртазин, не вынеся морального унижения, нанес молниеносный удар своим обидчикам, после чего увел свой полк на противоположную сторону фронта. Из материалов Московской областной комиссии по делам красногвардейцев и красных партизан. В марте месяце началось наступление Колчака. Полк Муртазина, вырезав Смоленский полк Красной армии, снова перешел к белым. Поступок Муртазина имел трагические последствия для всей Первой Красной армии. С его переходом на сторону белых образовалась зияющая брешь на растянутом фронте обороны армии. В образовавшийся прорыв хлынула конница белых под командованием генерала Пезеля. Вторичное пребывание Мусы Муртазина в рядах белых продлилось почти полгода. Кстати говоря, белые возлагали большие надежды на Муртазина, и, видимо, по этой причине позволили ему заниматься собственной мобилизацией, надеясь, что тем самым они смогут нивелировать все последствия перехода башкир на сторону Советов, которое было осуществлено по инициативе Валидова. Колчак не пользовался особой любовью населения. Его считали ставленником Запада, а потому в те годы была сложена частушка следующего содержания. Погон российский, мундир английский, сапог японский, правитель омский. В этом куплете была доля истины. Если мобилизованные крестьяне колчаковской армии были одеты в лохмотья, то элитные части в обмундирование, представленные союзниками. Бригада Мусы Муртазина, например, была одета в японскую форму. Колчак очень дорожил Муртазиным, поэтому начался его стремительный служебный рост. Сразу же после перехода на сторону белых он был назначен на должность командира полка в звании корнета. Через месяц он уже поручик, а еще через 2 месяца штаб-ротмистр. Но никакие посулы и лестные назначения не могли уже удержать Муртазина в рядах белых. Осенью 1919 года Красная армия перешла в решительное наступление на Восточном фронте. Белые войска не выдержали удара и побежали. Дезертирство достигло катастрофических масштабов. Видя полный крах белой идеи,
Муртазин принимает решение о вторичном переходе на сторону Советов. Вот как объясняет причину этого неизвестный белый офицер. Его переход я, по своему мнению, объясняю так. Наверное, не позволило ему национальное чувство бросить в самую трудную минуту своих сородичей на произвол судьбы, как это сделали другие, а также вести их на голодную смерть, а заставило его быть вместе и пережить вместе с ними все то, что постигнет их. Муртазин мог, как его коллеги-офицеры, бежать в Сибирь и далее в Китай, но он остался со своими войсками, идя навстречу своей гибели в роковом 1937 году. Когда он перешел на сторону красных уже в августе, белые не оставляли, так сказать, надежд, что он обратно вернется, и писали ему достаточно нежные письма, призывали вернуться обратно, но, естественно, он свое решение не изменил. Теперь отдельная башкирская кавалерийская бригада Муртазина была встречена с почестями. Слишком памятен был его уход к белым весной 19 года. Его сразу же отправляют на Уральский фронт против казачьей армии атамана Толстого, действовавшей на территории современного западного Казахстана. Это было правильным решением, если рассуждать с точки зрения политики, да, и Муртазин здесь себя проявил как выдающийся красный командир. По крайней мере, большинство сражений, которые он дал уральским казакам, были им выиграны. Пройдя огнем и мечом по земле уральского казачьего войска, башкирская бригада осенью 1918 года взяла последний оплот атамана Толстого – Джембетинскую ставку. И здесь проявился впервые, наверное, со времени его военной карьеры крутой нрав командира. То есть именно тогда начинается формироваться его концепция «победа или смерть». И в полной мере она была уже реализована в период польской кампании. Еще не успели отгреметь бои в степях Казахстана, как Муртазин получает новое задание – отправиться со своей бригадой на западную границу России, где предстояло вступить в жестокую битву с войсками Польши. Впрочем, как считают историки, дело было не столько в польской угрозе, сколько в желании советского руководства удалить опасного Муртазина из Башкирии. Началась советско-польская война 1920 года, в ходе которой башкирская кавалерийская бригада стала одной из самых прославленных частей Красной Армии, а ее командир стал вровень с другими героями гражданской войны. Конная армия Буденова только шла, так сказать, к Польше. Вот, естественно, что здесь польские войска пока имели преимущество. И в этой ситуации Муртазину пришлось вступать в очень тяжелые бои, с большими потерями, но уже в первых боях он показал, на что он способен. Вообще в польской кампании фактически взошла звезда Муртазина, если так можно выразиться. Он именно стал тем Муртазином, которым мы его, наверное, знаем. Да? Именно за польскую кампанию он получил 2 ордена Красного Знамени. Башкирская кавалерийская бригада участвует в форсировании Днепра, взятии Киева, Ковеля, форсировании Буга, разгроме Петлюры. Однако в целом польская кампания заканчивается для Красной Армии поражением. По окончании польской кампании в конце 1920 года Муртазина отзывает в Башкортостан, в котором бушует пламя народного восстания. Он назначается на пост военного комиссара республики и в качестве такового подавляет мятеж. Утверждает, что довольно жестоко. В 1921 году он назначается уже на пост председателя Башцик, высшего должностного лица республики. Кремль закрыл глаза на то, что главой региона становится бывший валидовец и колчаковец, да к тому же отчаянный рубака, одинаково хорошо бивший и красных, и белых. Ну, фактически Муртазин, если выражаться современной терминологией, стал кризисным управляющим или кризисным менеджером. То есть ситуация, которая сложилась тогда в Башкортостане, требовала достаточно решительных действий. Вот. И нужен был человек, который бы удовлетворял все стороны, которые участвовали в этом процессе. В Башкортостане бушевал голод. Еженедельник «Жизнь национальностей» писал: «Ужасы голода в Поволжье бледнеют перед ужасами, переживаемыми башкирским народом». Муртазин обращается к руководителям среднеазиатских республик с просьбой о присылке продовольствия. Встречается с представителем американской администрации помощи полковником Беллом, который называл Муртазина президентом Башкирии. АРА – неправительственная организация в США, осуществлявшая помощь голодавшим в ряде европейских стран, в том числе и в России.
Для Кремля Муса Муртазин был фигурой промежуточной, востребованной для переходного периода. Утихомирив башкир, восставших против Шемигуловщины, он в понимании московских товарищей уже выполнил свою миссию. Поэтому по отношению к нему используют традиционный прием – переводят в Москву для якобы повышения по службе. Если Валидов был военным по воле судьбы, то Муртазин был военным по воле Всевышнего. То есть он был рожден для того, чтобы воевать. Естественно, боевой генерал во главе достаточно такой нестабильной Башкирской республики, нестабильной в политическом плане, не нужен был никому, в первую очередь большевикам. Поэтому они сочли за благо его превратить в военного чиновника. Муртазин поступает в военную академию имени Фрунзе, пишет свою книгу, затем работает в Главном управлении Красной Армии, или, как бы сейчас сказали, в Министерстве обороны. Но тучи над ним уже начали сгущаться. В середине 30-х годов начинается кампания по его изобличению. По требованию комиссии бывших красногвардейцев и красных партизан у ряда лиц берутся показания. Бывший командир Первой армии Восточного фронта Гайк Бжешкянц. Муртазин Муса был действительно партизаном, но только не у красных, а белых. Валидовский, Дутовский и Колчаковский. Служил им честно и добросовестно. Председатель Башцик Авзал Тагиров. Муртазин был белым партизаном против большевиков и лишь на польском фронте показывает советской власти большое геройство. Бывший председатель Оренбургского губисполкома Александр Коростылев. Муртазин белогвардеец, который запятнал себя такой славой, что никакая краска не может замазать ее. В первую очередь, конечно, он был сыном своего народа, в первую очередь, и навсегда им оставался до конца своих дней. Поэтому в первую очередь он был башкиром, а уже потом красным и белым. И все его поступки, вся его карьера была построена на этом. Сегодня нет города в России, где не существовало бы улицы Блюхера. Имя Николая Каширина носит улицы в Челябинске, Оренбурге и Кургане. Именем Гайка Бжешкянца назван проспект в Ереване и целый город в Оренбургской области. Решающую роль в реабилитации Мусы Муртазина, конечно, сыграл это легендарный герой гражданской войны, маршал Советского Союза. Он в тот период был депутатом Верховного Совета СССР Михаил Семенович Буденный. В братоубийственной гражданской войне трудно найти однозначно правых и однозначно виноватых. А потому имя Муртазина достойно того, чтобы его помнили, по крайней мере, на территории той республики, за которую он сражался. Я думаю, здесь была лишь одна проблема, которая стояла перед Сталином. Это необходимо было уничтожить людей, неординарно мыслящих, добившихся своих высоких постов благодаря своему мужеству, уму самостоятельно, и людей, имеющих собственное представление о том, что необходимо делать. Ему нужны были военные винтики, полностью подчинявшиеся руководству партии, ну и в первую очередь самому Сталину. А вот те, кто мог бы вот так как-то мыслить самостоятельно, что-то делать, они были ему не угодны. И я думаю, если бы не погиб Чапаев, он бы тоже попал под волну репрессий, потому что Чапаев из унтер-офицера стал командиром дивизии. Тот же самый Муртазин, Муса Муртазин из унтер-офицера стал командиром бригады, затем закончил академию имени Фрунзе, стал красным командиром, серьезным очень военным таким специалистом. То же самое было и с Тухачевским, неординарный человек, при всех его там плюсах и минусах. То же самое было и с Гаем и другими людьми. Котовский мог бы попасть под этот же каток. Кого-то просто спасла ранняя смерть или какие-то другие обстоятельства, гибели там, в годы гражданской войны. У них не было будущего. В 1937 году Муртазин был арестован и по абсурдному обвинению в шпионаже в пользу Японии и участии в антисоветских повстанческих организациях Башкирии и Казахстана был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. В 1937-1939 годах вместе с ним были расстреляны и его оппоненты – маршал Блюхер, командармы Гайк Бжешкянц, Николай Каширин, коммунист Коростылев и даже безобидный писатель Авзал Тагиров. Каково им было умирать, зная, что погибают ни за что? В отличие от них, Муртазин сам установил цену, за которую готов был отдать свою жизнь. Она была выражена в мечте о Башкирской республике.
в ратных подвигах башкирского воинства, в памяти благодарных потомков и в проклятиях его недругов. Думается, Муртазин был рад этой цене, благодарен судьбе за возможность получить за нее свои воплощенные мечты.